Качественно налаженная обратная связь с населением, как правило, обеспечивает открытый диалог жителей с властью, тем самым ускоряя решение многих социально значимых вопросов. Глава Сугайкасинского сельского поселения Павел Семенов уделяет большое внимание живому общению с сельчанами, которое в большинстве своем проходит в формате диалога. Стараемся все обсуждать с людьми, чтобы люди сами принимали решение, что они хотят, как они хотят. И как бы с этой целью, естественно, собрание, чтобы мы могли слышать население, и население слышало нас, чтобы было полное взаимодействие. Показатели социально-экономического развития за последние годы заметно улучшились. Жители поселения довольны тем, как их деревни и села меняют облик. Освещена каждая улица, дороги покрыты мелким гравием. Поговорим об этом с жителями сельского поселения. Они активно участвуют в благоустройстве родной сторонки. Сначала делала течение, как вы вот видели, да? Потом начали дороги делать. Сейчас все дороги защебенили, вот недавно сделали ямочный ремонт. Для роста реализации продуктов питания подсобных хозяйств жителей было принято решение объединиться и продавать их под единым брендом «Сугай-продукт». Новости поселения жители узнают из газеты «Сугайкасинский вестник». Первый выпуск газеты тиражом 400 экземпляров был выпущен в феврале 2017 года. Говорить о чистоте улиц, благоустройстве деревни можно долго. Заинтересован в этом каждый житель. Аллея Победы, где жителями были посажены саженцы туи, кедра, ели и сосны, в скором времени обретет свое величие в кронах деревьев благодаря личному вкладу сугайкасинцев. Уже более 2 лет автолюбители не нарадуются дорогам, пусть еще не асфальтированным, но уже и не ухабам. Совместно с жителями деревни были приведены в порядок 93% дорог. Также была проведена работа по освещению улиц. Жители сделали все своими руками с минимальными затратами. Программа инициативного бюджетирования помогла поднять 2-й этаж Дома культуры. Здесь расположилось антикафе, где молодежь играет в настольный теннис, шашки, шахматы, хоккей. Можно почитать современную литературу, воспользоваться бесплатным интернетом и попить чаю. В здании сельского дома культуры мы образовали так называемый Центр развития предпринимательства. Здесь по решению собрания депутатов мы можем предоставить помещение в аренду на безвозмездной основе до 1 года. Также можем предоставить помещение в аренду со сниженной арендной ставкой, то есть по сниженной цене. Также мы здесь можем предоставить определенное оборудование, такое как музыкальное оборудование для проведения различных мероприятий. Можем предоставить станок для производства брусчатки, то есть формы для производства брусчатки и другой вид оборудования. Если у человека есть желание чем-то заниматься, пробовать себя в предпринимательской деятельности, то есть он может к нам прийти, изъявить свои желания. Мы окажем ему всяческую помощь, чтобы он выполнил свои поставленные цели и достиг успеха. Чтобы наши жители могли развиваться, мы приобрели, установили современную литературу, почитав которую, то есть человек мог понять, что такое бизнес, что такое предпринимательство, как им заниматься, что ему делать, какие у него должны быть первые шаги. Также мы проводим различные мастер-классы, чтобы людям было проще с чего-то начать, чтобы они не были одни на этом пути, мы с ними вместе работаем. Кроме литературы, у нас здесь также имеется база бизнес-планов, то есть также любой человек может прийти, посмотреть вот эти бизнес-планы. Здесь уже готовы бизнес-планы, он может для себя подобрать какой-либо вид бизнеса, как и в продажах, так и в сельхоз. То есть может с этими бизнес-планами участвовать в конкурсах получения гранта от Минсельхоза. То есть человек может полноценно работать. Площадь 2-го этажа Дома культуры составила 240 квадратных метров. В этом помещении у нас уже работает один предприниматель. Он занимается лазерной резкой художественной. Вот мы видим здесь его изделия. То есть он занимается, производит, продает. Начало есть, будет в дальнейшем бизнес будет расширяться, будет человек работать, будет и налоги в бюджет будут приходить и так далее. Мы также заинтересованы в его развитии.
В 2018 году по этой же программе открыли новую дошкольную группу на 20 мест при Сугайгасинской общеобразовательной школе. На 2019 год по программе поддержки местных инициатив запланированы еще 8 проектов развития села. 16 декабря 2018 года проведен референдум на введение средств самообложения в 2019 году в сумме 400 рублей с каждого жителя, зарегистрированного на территории Сугайгасинского сельского поселения, обладающего правом на участие в местном референдуме, за исключением лиц, достигших возраста 80 лет, инвалидов первых и вторых групп, лиц, призванных на срочную службу в ряды российской армии, студентов, обучающихся на очной форме обучения, и направлением полученных средств на содержание дорог общего пользования в границах сельского поселения, изготовление проектно-сметной документации для строительства сети водоснабжения и водоотведения в деревне Сугайгасы, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. Ежедневно проводятся приемы граждан. Главой Павлом Семеновым было принято решение, кроме общедеревенских собраний, проводить отдельно уличные. Чем ближе к людям, тем лучше строится взаимодействие с жителями. На уличные собрания выходит порядка 70% населения. За 2018 год проведены 58 встреч с жителями, в ходе которых определены работа на текущий период, образованы инициативные группы, 6 территорий органов самоуправления, организован общественный совет Сугайгасинского сельского поселения. Каждое обращение жителя рассматривается, создается рабочая группа, организовывается выезд на место, оформляется заключение и выносится на собрание депутатов и общественный совет. Таким образом решается каждый наказ жителя деревни. Много вопросов решается методом проведения субботников. Большое количество вопросов местного значения на территории сельского поселения решается путем субботника. Поэтому, чтобы жители все-таки участвовали в субботниках, чтобы у них был интерес, всем участникам субботника мы раздаем лотерейные билеты, по которым у нас будет проходить розыгрыш, где главный приз у нас будет ноутбук. Кроме этого, мы делаем фотографии, составляем списки участников и с фотографией со списками включаем в журнал истории субботников, чтобы и через 10 лет, через 20 люди могли прийти посмотреть, как они участвовали в субботниках, как их близкие, родственники принимали участие в жизни поселения. Кроме этого, самые активные у нас получают звание патриота Сугайгасинского сельского поселения и получают карту патриота. По этой карте он имеет возможность посещать сельский дом, все мероприятия, проходя в сельском доме культуры, бесплатно. Кроме этого, получать скидки в магазинах сельского поселения и города Канаша. Также имеет право взять в аренду инструменты, которые у нас есть в сельском доме культуры. Это такие как мотопомпа, дренажный насос, отбойный молоток и другие. Кроме этого, также при рождении ребенка, обладателя карты патриота, мы оказываем материальную помощь на сумму 10 тысяч рублей. То есть это в виде различных пеленок, подгузников, то есть вещей первой необходимости при рождении ребенка. Проведение выборов. Здесь обратная связь с населением особенно заметна. Вся та работа, которая проводится во взаимодействии с людьми, дает свои результаты. В сельском поселении обеспечивается 100% явка избирателей. О совместных достижениях главы и жителей поселения известно и на уровне республики. Лучший глава муниципального образования – это высокое звание, полученное Павлом Юрьевичем Семеновым, доказывает о его неравнодушии к жизни своих земляков, жизни родной деревни Сугайгасы. Формирование у жителей ответственного и бережного отношения к месту своей жизни – это важнейшая составляющая социально-экономического развития как деревни, так и республики в целом.